высшие божества удмуртов – это Инмар, Кылмыстин и Куась. Эти боги занимали главные места в жизни удмуртов. Инмар был создателем мира, создателем земли. Он живет на небе и добр настолько, что люди не боялись его, а приносили благодарственные жертвы. В воде жил Вукузё, хозяин воды, властитель водной стихии, обитатель первичного океана. Как и откуда все появилось? Как был сотворен мир? Это мы можем узнать из мифов и легенд, дошедших до нашего времени. Однажды Инмар послал Вукузё достать землю со дна Мирового океана. Отдав землю Инмару, Вукузё утаил ее крупицы за щеками. Но когда земля по повелению Инмара начала разрастаться, он ее выплюнул. И чтоб жили они каждый в своем угоде. Вот и начал творить невидоразную. Всюду населил своих тварей. В дом, в котором живет семья человека, подселил Коркамурта, домового, чтобы он по ночам, когда все спят, стукал да брякал, вдыхал да охал, досаждал, а то и пугал хозяев. Для бани, без которой человеком здоровым не был, сотворил вожов, Тадимур, которые умели быть оборотнями и принимали разные обличия. Выйдет в поле хозяин, лошадей в саху впряжет, спашет полосу хозяин, сборонит и сев начнет. И всойдет овес и станет вся зеленая земля, красотою первых всходов, мир весенний веселя. Зор, зор, зорые. Давайте. Зор, зор, зорие. Тон вещь уши улые. Тон вещь уши улие. Монтыны шумпотишко. Монтыны шумпотишко. Ушины мон демлашко. Ушины мон демлашко. Самое первое, что слышит новорожденный малыш, это ласковый голос матери. Укачивая, мать пела колыбельные песни, уговаривая его заснуть, желая вырасти здоровым и сильным. Эти песенки матери сочиняли сами, передавая из уст в уста своим детям, внукам и правнукам. Спи, спи, дитя мое, я помилую цветочек. Соловушка тебе поет песню, золотая пчелка воду принесет. Иш, ну не улмапу шашкая. Учетный кырджалов, зарни муж чечевает. Так, давайте теперь попробуем быстрее это произнести. Выжи, выжи, кыз выжи. Выжи, выжи, выжи. Не лпо кыз выжи. Не выжи, выжи. Молодцы. Еще одна скороговорка. Снегирь у речки на колени свистит. Шуши, шурдуры, шупон шула. Давайте. Ладно, оставим это. Я понимаю, что это довольно сложно. Но, тем не менее, вы все молодцы. Давайте похлопаем. Давайте все вместе. Под шум дует, а чего не нанесет. Солнышко, выйди, и я выйду поиграть. Шуды под, можно шуды под. Облачко, дай дождя, сады полить. Пилем, вайзорде. Садьосводе кишками. Давайте все вместе. Сейчас мы хотим представить вам сказку об умном и хитром Алдаре. Жил-был Алдар. Как-то раз посеял он в огороде репу. Уродилась репа славная, крупная. Можно теперь и репу собрать. Повезло же. Ох, как хорошо-то. Вот будет мне теперь ужин. Везет же. Кто-то спит, а мне так досталось. А ну держи! Ой. Все равно догоню и поймаю. Ногу сломал. И помчался Алдар вдогонку, сам не зная куда.
О, Рак на дороге лежит. не видел ли ты вора? Он мою репу украл. Видел, только что с репой пробежал. Пошли со мной, вместе веселее будет. О, На дороге груда соли лежит. Куда путь держишь, человек, Ром? за вора? Не видел ли ты его? Да вот только что с репой пробежал. Пошли со мной. Вместе мы все равно его поймаем. О, Шила на дороге лежит. Куда идешь, человек, Ром? за вора Шиловром. Не видел ли ты его? Встретился, только что с репой пробежал. Пошли со мной, втроем мы его точно поймаем. О, Дубина на дороге лежит. Куда идешь, человек, Ром? за вором Дубиновром. Не видел ли ты его? Еще как видела, с большущим мешком репы сейчас бежал. Об меня запнул. Сюда же, скорее. Мы пятером мы его точно поймаем. Давайте, друзья, устроимся поудобнее. Тебя, Ракуром, положу в ведро с водой. Спасибо, друг. Тебя, Шиловром, я на стол положу, чтобы тебе удобно было. Благодарю, братиш. Тебя, Дубиновром, я на печь положу, чтобы посушился. Спасибо. А тебя, Соль, положу у очага. Ой, как Теплее. тепло. О, я сам отдохну. Сидел шайтан в подполье, продрог до костей. Сколько ни прислушивался, ни единого шороха не услышал. Никого нету. Наверное, ушел глупый Элдар. Надо согреться, а то замерз, Саш. Ай, соль обожгла. Откуда здесь соль-то могла взяться? Больно так. Надо хоть студить, что ли? Ай, рак в руку вцепился. Больно вообще-то. Откуда он здесь мог взяться? Странные дела творятся в моем доме. Надо отдохнуть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, откуда здесь шило-то взялось? Ну вообще нет никакого покоя. Ай, Дубина, не бей меня. Нашел я тебя, вор. Ой, ой-ой-ой. Отпусти человека, Рома. Я тебе Зачем больше- репу Ой, крал? Ты нас разорвал. Я больше не буду, обещаю. Чем откупаться будешь? Давай я тебе и репу верну, ай, и золото дам. Ладно, неси. Вот тебе и репа, вот тебе и золото. Ладно, только сами дотащи до их до моего дома. И чтобы и ты, и твои дети, и внуки, и правнуки нашу дорогу нашу деревню не забыли. Хорошо. Взвалил шайтан на одно плечо мешок с репой, на другое мешок с золотом и пошел вслед за Алдаром к нему в деревню. Алдар победил шайтана. Потом сосватал девушку хорошую у себя в деревне, женился и жил спокойно и счастливо. Итак, ребята, сегодня вы узнали об удмуртском фольклоре, о сказках, мифах, легендах, закличках, скороговорках. Давайте еще раз поаплодируем нашим замечательным актерам. Напоминаем, что перед вами выступал третий курс студентов библиотечного отделения Удмуртского республиканского колледжа культуры. Спасибо за внимание!